Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. В следственном изоляторе временного содержания Дранда произошел бунт. Беспорядки начались после оперативно-розыскных мероприятий в СИЗО, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы, запрещенные к использованию в местах заключения. На урегулирование ситуации был направлен личный состав оперативных служб. Прибыли главы всех силовых ведомств республики. 11 декабря Министерство внутренних дел начало масштабную проверку в Дранском СИЗО, откуда ранним утром 10 декабря сбежал заключенный. Беглеца задержали в тот же день, и уже к ночи все здания следственного изолятора были обследованы на предмет нахождения там запрещенных предметов и нарушений условий содержания. Министр внутренних дел Леонид Зябжба лично руководил операцией, при этом пообщался с каждым заключенным. Я вчера, кстати, предупреждал всех задержанных. Я по несколько раз заходил в камеры, более 3 раз. Каждый, который содержится здесь в Драндах, их немало, они в лицо меня не раз, не 2, 3 видели. Я вчера очень поздно отсюда уехал. Все, какие работы были проведены, все это было поломано, они вышли. Так недопустимо, такое нельзя делать. Поэтому вы видите, здесь стянутый личный состав. Я с людьми общался, я им объяснил, здесь должен быть порядок и будет. Утром 12 декабря заключенные устроили акцию неповиновения, а у ворот СИЗО собрались многочисленные родственники заключенных. Узнав о ситуации в Дранском СИЗО, на место приехали депутаты парламента, руководители силовых структур, генеральный прокурор, представители политических партий и движений. Несколько карет скорой помощи и пожарных расчетов стояли неподалеку от изолятора. Территория, прилегающая к Дранскому СИЗО, находилась под оцеплением спецподразделений. Над зданием поднимался густой белый дым. Как потом стало известно, заключенные подожгли матрасы и одеяла. За последнее время в Дранском СИЗО случались побеги. Граждане Грузии, которые обвинялись в тяжких и особо тяжких преступлениях, таинственным образом оказывались на свободе, бесшумно покинув стены изолятора. После каждого ЧП в Дранской тюрьме проводились расследования, но дальше многочисленных рапортов дело не шло. А в этот раз Леонид Зябжба потребовал вынести из камер все лишнее, все то, чему не положено было здесь находиться. А именно ножи, заточки, сотовые телефоны, телевизоры, ноутбуки и даже фишки для азартных игр. В следственном изоляторе, где люди имеют телевизоры, холодильники, сауны, бани, токарные цеха, непонятно на кого-то гостиничные комплексы. Я не хочу распространяться. Здесь очень много безобразий было вчера. Сегодня это хотят продолжить, этого не будет. Одно из требований заключенных – смена руководства СИЗО. Я такие условия не принимаю. Кто здесь будет начальником тюрьмы, решаю я. Поэтому весь порядок, который будет установлен здесь, это исходит от меня. Я здесь очень часто буду бывать. Я и министр внутренних дел, и начальник СИЗО на сегодняшний день. Я хочу, чтобы наши граждане знали и понимали. У нас в стране порядок. И в том числе будет порядок в СИЗО. Кто как хочет. Коз резать, встречаться непонятно с кем. Не хочу вдаваться в подробности. Все это вчера изъято. Все это отправлено на складские помещения. Более 100 кресел, диван, телевизоров, режущие, колющие, полный мешок телефонов и так далее, и так далее. Вы знаете, это сауны, бассейны. Это недопустимо. У нас в санаториях таких условий не было и нет. Что я вчера здесь видел. А это, если кому-то не нравится, это их проблемы. Это следственный изолятор, где люди сидят осужденные и подследственные. Порядок здесь был вчера, сегодня и будет завтра. И на провокации пускай наши граждане, я знаю, наш народ все это одобряет, понимает. Ну, отдельные личности заинтересованы. Здесь телефонная связь и так далее работает у каждого. Мы много изъяли, но здесь провокации вот на входе, которые были с утра, и сейчас пытаются, вы видели. Я это пресекаю жестко,
по-человечески, еще раз говорю, мы все граждане Абхазии. И там, которые сидят, условия там, много вопросов по условиям содержания. Вы знаете, и народ Абхазии хочу, чтобы знал, президент страны сегодня думает, где найти средства, чтобы построить новую тюрьму, новую зону, где не такие условия будут. Понимаете, а с понедельника здесь комиссия будет работать парламентская, все они изучат, все, что скажут парламентарии, наши уважаемые народные избранники, я все это буду видеть, слышать и приводить все в соответствие. Здесь Генеральная прокуратура, все структуры работают, люди, которые виновны в побеге, есть кто арестованный, кто под подпиской. Все это в рамках закона. С завтрашнего утра, ремонтируя все, что было поломано сегодня, в течение недели режим, который должен быть, и прогулки, и все это возобновится. К 18 часам субботы в результате переговоров конфликт был исчерпан. Заключенные разошлись по камерам. В СИЗО был восстановлен режим. Завершающийся 2015 год позволяет говорить о некоторых его итогах. Экономическое и международное положение Абхазии, то, как проходят реформы в стране, мы обсудим с нашим гостем в студии. А сейчас о том, что произошло на этой неделе. Роланд Матуа продолжит выпуск. 8 декабря в Женеве во Дворце наций начался 34-й раунд международных консультаций о безопасности в Закавказье. В них приняли участие представители Абхазии, Грузии, Российской Федерации, США и Южной Осетии. Сопредседателями консультаций выступают спецпредставители ООН, ОБСЕ и Евросоюза. Абхазскую делегацию возглавил министр иностранных дел Вячеслав Чирикба. На следующий день, 9 декабря, состоялись рабочие встречи в группах по безопасности и по гуманитарным вопросам. Абхазская сторона не участвовала в обсуждении вопросов, связанных с беженцами, в связи с чем сопредседатели женевских дискуссий, пойдя на поводу у грузинской стороны, досрочно прекратили работу рабочих групп. Абхазская делегация выразила решительный протест по поводу этого несогласованного решения, заявив, что подобные действия могут привести к срыву всего переговорного процесса. 8 декабря в офисе Россотрудничества прошла очередная презентация учебных заведений России. В Абхазию приехали представители 5 российских вузов, чтобы представить свои учебные заведения абхазским абитуриентам, желающим получить образование в России. Инновационные технологии, строительство, инженерия, геология, электромеханика – это далеко не весь перечень специальностей, предлагаемых российскими вузами. От спроса будет зависеть и количество бюджетных мест, которые выделит Россотрудничество. Для поступления необходимо будет сдать экзамен по математике уже 10 декабря. Абхазский государственный музей получил в дар несколько ценных архивных документов, найденных в городе Подольск Московской области. Документы связаны с Великой Отечественной войной. Здесь также карта боевых действий 1992 года. В архиве были найдены документы 18 граждан Абхазии, ветеранов Великой Отечественной, по разным причинам не получивших положенные звания и награды. 8 декабря эти архивные документы привез и передал Абхазскому госмузею российский историк Геннадий Ларин. 8 декабря в Абхазии впервые прошла обзорная дегустация мировых вин, организованная виноделом, совладельцем компании «Вина и вода Абхазии» Багратом Авицбе. Дегустацию провел известный винный критик, соучредитель и постоянный ведущий крупнейшего дегустационного винного клуба России, преподаватель школы сомелье Сергей Александров. На дегустации были представлены типичные сорта вин разных стран, чтобы, испробовав их, человек мог потом определить, где именно произведено данное вино. Это обзорная дегустация, чтобы ознакомиться с винами разных стран, разных регионов, чтобы понимать вообще, что производят в других странах, чтобы ориентироваться, на что идти, что производить. Любой человек должен развиваться и пробовать разные вина. Лучшие вина, хорошие вина, качественные вина. Только тогда он может сам сделать хорошее вино. Если у человека нет представления, как делать, как на вкус выглядит хорошее вино, как он может понимать или разбираться, или давать оценку. Валерий Борисович много занимается воссозданием, развитием традиционных абхазских сортов. Это тенденция, которая прослеживается везде в мире. Пробование вин из этих сортов местных, как мы говорим, автохтонных сортов, это всегда очень расширяет кругозор дегустатора. И, безусловно, весь винный мир очень сильно выиграет, если будут возрождены абхазские сорта, и они получат широкое распространение, широкое развитие в хозяйственном виноделии. 9 декабря в Ереване прошла встреча координационного механизма по поиску пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Были подведены итоги 2015 года и намечены план на 2016.
Обозначены новые места для эксгумации и дальнейшего опознания. Результаты работы за 2015 год признаны положительными. Со стороны Республики Абхазия в работе координационного механизма приняла участие делегация во главе с первым вице-премьером правительства Шамилем Ардзинбе. В рамках юбилейного года 70-летия первого президента Абхазии Владислава Ардзинбе в Музее боевой славы открылась фотовыставка «Владислав Ардзинбе. Дети и молодежь». Организатор мероприятия, Министерство образования, планирует провести подобные фотовыставки во всех районах страны, чтобы каждый школьник имел возможность ее посетить. Завершится акция в день рождения Владислава Ардзинбе. Все экспонаты затем будут переданы в дар Музею боевой славы. Сотрудники милиции общественной безопасности начали серию рейдовых выездов с целью предотвращения возможности продажи незаконно вырубленных елей. Между тем, в четверг 10 декабря Кабинет министров принял постановление о запрете заготовок ели и пихты для проведения новогодних праздников. Полный запрет на заготовку этих хвойных деревьев в этом году введен впервые. Основные места, откуда производится самовольная заготовка, это Мамзышка, Ритинское направление и Кодорское ущелье. Во всех лесных хозяйствах будет вестись жесткая проверка. Кроме того, планируется осуществлять контроль непосредственно на рынках. 9 декабря Ален Авицбе одержал победу в 1/8 теннисного турнира Международной теннисной федерации в Анталии. В парном разряде Ален Авицбе и Динко Халачев выиграли у соперника Дмитрия Попко и Романа Сафиуллина со счетом 0-2. 15-летний спортсмен из Абхазии в своей возрастной группе на сегодняшний день входит в список 10 сильнейших теннисистов мира. 10 декабря правительство на своем очередном заседании одобрило целевую программу инвентаризации объектов историко-культурного наследия. Речь идет об инвентаризации 2500 объектов культурного наследия. Программа рассчитана на 3 года с 2016 по 2018. На ее реализацию заложено 15,5 миллионов рублей. Члены правительства единогласно проголосовали за целевую программу образования 2016. Она впервые предусматривает программное финансирование науки на грантовой основе. Для этого планируется выделить 19 миллионов рублей. Также Кабинет министров утвердил программу создания государственного кадастра объектов недвижимости и перечень сведений, отнесенных к гостайне. Правительство утвердило квоту добычи водных биологических ресурсов в осенне-зимнюю путину. 10 декабря около 5:30 утра из следственного изолятора МВД Абхазии, расположенного в поселке Дранда Гулрипского района, совершил побег заключенный Бачуки Латария, 1988 года рождения, уроженец села Хоби Зугдитского района Республики Грузия. Как только поступила информация о побеге заключенного, весь личный состав МВД был поднят по тревоге, в действие введен план «Перехват». Были усилены стационарные посты ДПС, мобильные группы со смешанными экипажами сотрудников госавтоинспекции и оперативным составом. Оперативно-поисковые мероприятия проводились совместными усилиями сотрудников органов внутренних дел, Центра специального назначения Службы государственной безопасности. Спецмероприятия проведены под руководством министра внутренних дел Леонида Запшева. В результате слаженной и оперативно организованной работы было установлено местонахождение сбежавшего преступника, который был задержан вечером 10 декабря в лесном массиве села Шаумяновка. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников паспортно-визовой службы Творчалского района. Генеральной прокуратурой Абхазии проведена проверка законности выдачи паспортов гражданина Республики Абхазия на территории Творчалского района. В результате проверки выявлено, что с 2009 по 2013 годы должностные лица УПВС, МВД и ПВС ОВД по Творчалскому району совершили незаконную выдачу общегражданских национальных паспортов гражданина Абхазии гражданам Республики Грузия в массовом количестве. 8 декабря этого года по данному факту Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная выдача паспорта гражданина республики в отношении должностных лиц». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3 лет. 11 декабря сотрудники милиции провели оперативно-розыскные мероприятия в Дранском следственном изоляторе. Под руководством министра внутренних дел Леонида Запшева с участием первого заместителя министра и других руководителей Центрального аппарата МВД был проведен осмотр помещений, в которых содержатся заключенные. В ходе осмотра в большом количестве обнаружены и изъяты предметы, запрещенные к использованию в местах заключения. Министр предупредил всех о том, что в местах содержания под стражей в целях выявления, предупреждения, пересечения и раскрытия преступлений будут регулярно проводиться оперативно-розыскные мероприятия в порядке, предусмотренном законом. В этот же день полковник милиции Руслан Джели отстранен от должности начальника СИЗО на время проведения служебной проверки. Приказом министра внутренних дел Абхазии Леонида Запшева на должность исполняющего обязанности начальника следственного изолятора назначен полковник милиции Тимур Шикербе. Служебное расследование в отношении руководящего состава СИЗО и сотрудников, несших службу в СИЗО во время совершения побега заключенного, продолжается.
Художественный руководитель Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба Валерий Ковы стал лауреатом премии имени Андрея Толубеева 2015 года. Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге в Музее театрального и музыкального искусства. Ежегодная премия Толубеева очень престижная в театральном мире, присуждается за значительный вклад в развитие современного театра, кино, телевидения и современной драматургии. Валерий Ковы награжден за сохранение и развитие уникальных традиций театра и укрепление российско-абхазских связей. 11 декабря прошел первый научный полевой семинар, посвященный памяти Юрия Воронова, видного политического деятеля Абхазии, ученого-кавказоведа. Студенты исторического факультета АГУ отправились в село Цабал. Семинар был организован по инициативе научно-культурного центра имени Воронова при поддержке ректората Абхазского государственного университета. В семинаре приняли участие сотрудники Абхазского института гуманитарных исследований, Абхазского государственного музея, а также студенты исторического факультета АГУ. На семинаре студенты АГУ представили свои доклады от Сибильде о работах Юрия Воронова. Это были наиболее значимые события недели. А теперь обратимся к главной теме нашей программы. Актуальные проблемы года уходящего. Мы обсудим с нашим гостем в студии, советником президента Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Бесланом Кубахия. Здравствуйте, Беслан Валерьянович. Здравствуйте. Беслан Валерьянович, мы можем подвести смело итоги этого года, уже он завершается. И хотела бы спросить в этой связи, какие, на ваш взгляд, основные вызовы, которые стояли перед нашей страной в этом году? Какими они были, оцените их? Ну, на самом деле год был очень непростой, был насыщен очень многими событиями. И это, наверное, был первый год президентства Рауля Хаджимба и его команды, вот новой команды. Было много разных событий. По сути дела, этот год был, наверное, отмечен тем, что новая команда, она потихонечку притиралась к этой ситуации. Параллельно формировалась оппозиция у нас в Абхазии. И все мы свидетелями тому, сколько новых политических сил появилось на политической сцене Абхазии. Это новые политические партии, молодые ребята вышли, значит, на политическую сцену. Вот. Возникло несколько новых объединений оппозиционного направления. Вот. Прошел съезд Амцахары, вот главной политической силы, как бы, да, на стадионе известный съезд был. Вот. В городах и районах Абхазии была очень большая активность в этом направлении тоже. В этом году были приняты серьезные решения руководством Абхазии в плане политических реформ будущих. У нас через год и 2 месяца будут новые выборы в парламент Абхазии. И они будут уже проходить в новых условиях, в условиях того, что количество парламентариев увеличивается до 55 человек, и формироваться парламент будет из представителей, половина из представителей политических партий, а вторая половина будет из личного представительства, как это и есть сегодня у нас. Как вы считаете, что получилось, а что нет пока? Я об этом и говорю как раз, да, что вот этот год он был как раз посвящен вот, подготовке к работе в новых условиях Абхазии. И политические реформы, которые фактически начались уже, да, вот главной реформой это было решение об новых условиях формирования парламента страны. Вот эта ситуация, она создает совершенно новую ситуацию в Абхазии. Она дает возможность всем политическим силам начать открыто выражать свою позицию, и причем делать это не на площадях, не на митингах, а делать это в рамках парламента Абхазии. Вот через год и 2 месяца, я еще раз повторяю, мы будем избирать новый парламент, который будет и по количеству, и по качеству, я думаю, будет совершенно другим. Реформы – это то, что новая власть провозгласила, когда как бы приходила. Скажите, пожалуйста, вот вы обозначили одну реформу, да, действительно, она как бы, вот сейчас депутаты не так давно приняли эту поправку
5 статье Конституции. И все-таки, что еще было сделано и какие еще реформы вот впереди нас ожидают? И как вы считаете, насколько вот эта реформаторская деятельность активна? Ну, во-первых, я попробую все-таки ответить на ваш вопрос, что удалось сделать и что не удалось сделать. Да? В условиях, вот, в тяжелых условиях этого года, да, все-таки удалось руководству Абхазии выполнить свои обязательства по отношению к бюджетникам, включая повышенные зарплаты, которые были. Единственная категория людей, кстати, которая не попала под повышение зарплат, это чиновники непосредственно Кабинета министров и администрации президента. Вот им как раз никому не повысили зарплаты. А всем остальным людям, значит, все обязательства были выполнены. Это, повторяю, было сделано в очень непростых условиях. И я хочу вам сказать, что в этом смысле, значит, правительство Абхазии и руководство Абхазии, оно состоялось, оно выполняет главный закон, это бюджет страны, он выполняется, мало того, значит, он перевыполнен в этом году на значительные суммы, а впервые за всю нашу послевоенную историю руководством Абхазии и лично президентом Хачимба была поставлена амбициозная задача – это удвоение доходов в бюджет Абхазии. Причем удвоение из собственных источников, не привлекая как бы помощи со стороны. Это очень важный шаг был, шаг, который направлен на то, чтобы Абхазия стала самодостаточной и, собственно говоря, это отвечает устремлению сделать Абхазию независимым в самом полном смысле этого слова государством. В связи с этим вопрос, как вам кажется, насколько удачны экономические преобразования, которые в нашей стране проходили? Ну, вы знаете как, вот процесс реформ, в том числе экономических, это непрерывный процесс. Не бывает так, что вот одну реформу сделали, и все, успокоились, и все нормально. Нет, реформы идут постоянно, они должны идти каждый день, какие-то вещи должны уточняться, жизнь все время меняется стремительно, условия вокруг Абхазии все время меняются, и поэтому, значит, процесс реформирования он должен быть постоянным. В основу всегда должно закладываться разумность тех или иных реформ. Те же экономические законы, которые работают в любой точке земного шара, они также точно работают и в Абхазии. Ну, очень многие ссылаются на наш менталитет, так сказать, абхазский. Менталитет никуда не девается, естественно, но с учетом наших каких-то внутренних особенностей, точно так же, как это и в любом другом месте земного шара, так сказать, надо принимать те или иные законы. На самом деле это не самое главное, наверное, да. И вот в этом смысле, да, я считаю, что руководство Абхазии, оно на правильном пути, крупных ошибок сделано не было. И, собственно говоря, вот те решения, которые приняты, они позволяют надеяться на то, что ситуация будет обязательно улучшаться. На ваш взгляд, самое положительное в этом плане, что было предпринято? Ну, трудно так вот что-то отдельное, конкретное выделить, да, что вот это хорошо или это плохо. В целом, вот по ощущениям я говорю, да, что мы на правильном пути. Но, конечно же, удалось не все. Да. Одна из задач, которую ставило руководство Абхазии перед собой, это задача объединить все наше общество, так сказать, и идти как-то вместе. Да. Это задача, о которой говорят все политические силы, включая и правящие силы, так сказать, включая оппозиционные силы. Но, к сожалению, так сказать, на практике дела расходятся с делом, потому что... Слова. Да, ну, к сожалению, это так. А может быть и не к сожалению, знаете, то, что у нас очень много разных мнений на происходящее, да, это как раз хорошо. Потому что, когда мы это обсуждаем, мы, значит, в итоге приходим к какому-то хорошему результату. Другой вопрос, что это надо все в русло такое созидательное направить и сделать это цивилизованным способом, а не так, как это происходит, допустим, сегодня на Украине. И у нас, значит, есть все возможности вот все эти процессы направить в нормальное цивилизованное русло. Но я не могу не отметить еще одну вещь. Иной раз вот, читая или слушая интервью многих наших оппозиционных политиков, к которым я абсолютно нормально отношусь, к каждому из них, и с уважением, и знаю их заслуги, так сказать, перед Абхазией.
В то же время иногда я слышу слова, которые, наверное, не украшают политиков, как бы, да. Если мы пытаемся вести цивилизованную политику, то надо как-то оставаться в этих вот нормальных цивилизованных рамках. Вообще, можно, наверное, так сказать, что чем клянуть тьму, лучше зажечь хотя бы одну свечу, чтобы осветить немножко, да. И я думаю, что вот в этом смысле Хаджиба как раз хочет создать эту ситуацию. Хочет создать, чтобы были площадки. Вот его предложение, допустим, по созданию совета при президенте, в который вошли бы представители всех политических сил Абхазии, да, который имел бы периодичность, так сказать, собраний, так сказать, и там могли бы обсуждаться все самые важные, как бы, вопросы для нашей страны. Это предложение в силе у него сегодня. Я очень надеюсь, что оно будет реализовано, но считаю, что этот процесс даже развивать надо. Наверное, было бы неплохо, если бы, допустим, в регламент работы администрации президента Абхазии вошли бы еженедельные встречи руководителя администрации президента Абхазии, да, со всеми представителями политических партий Абхазии. Можно было бы там еженедельно обсуждать текущие события, потому что каждый раз у нас, каждый день ситуация меняется, вы видите, в какое непростое время мы живем. Я думаю, это было бы полезно для, как бы, вот, развития Абхазии. Если говорить об этом, то можно было бы такие же встречи, да, можно было бы ввести в регламент, допустим, работы Общественной палаты Абхазии. Ну, необходимо же шаги делать навстречу друг другу, чтобы обе стороны как-то попытались сблизиться. Как вы считаете, что в свою очередь нужно сделать и другим силам оппозиции той же по отношению к власти? Понимаете, в чем дело? Вот сейчас я вот, например, анализируя встречу последнюю, которая была в Общественной палате, анализируя выступления людей, которые были там, которые дают оценку событиям, допустим, прошлого года, мая месяца, да, как переворот, так сказать, и так далее, ну, я не могу с этим согласиться по многим причинам. Но главная причина, значит, по которой я, наверное, не смогу согласиться, потому что оценку всем событиям, которые происходили тогда в мае месяце, давал парламент Абхазии. Это не были оценки там каких-то оппозиционеров на тот момент, которые были. Это были оценки парламента. И все решения, которые принимались, да, и были реализованы впоследствии, да, они были приняты парламентом Абхазии. Там были самые разные люди с самыми разными мнениями, но парламент страны дал тогда вот эти оценки. Тут надо переключиться вот именно и сосредоточить свои усилия на том, чтобы через год побороться за места в парламенте. Вот вам площадка, это для всех наших граждан будет понятно, ясно, и давайте мы попробуем в нашей стране создать совершенно новую ситуацию, которая могла бы послужить примером для окружающих стран. Да, мы маленькие, но все равно у нас трибуна большая получается, да. Как только что-то у нас происходит, все нас слышат и все нас видят. Спасибо. Какие изменения, на ваш взгляд, претерпели российско-абхазские отношения в этом году? Отношения развиваются абсолютно нормально. Деньги стали поступать наконец. Вот сейчас, правда, в конце года часть денег поступила, но большая часть денег, которая была обещана, она переходит на следующий год. То есть в рамках тех договоренностей, которые были подписаны в том большом договоре, который Рауль Хаджиба подписывал, значит, в конце прошлого года, да, все эти мероприятия, они, значит, подтверждены, они не отменены. И несмотря на то, что сегодня в России непростая ситуация, все равно Россия ведет себя как нормальный партнер. Вот, и поэтому я считаю, что наши отношения с Российской Федерацией находятся на очень хорошем уровне. Но есть еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Я имею в виду, конечно, ситуацию, вот, происходящую в Сирии. И произошли, опять вот можно много на эту тему говорить, но произошли очень простые и понятные вещи. Да, был сбит российский самолет в условиях, когда его можно было бы совершенно не сбивать. И руководство, которое приняло, Турция, я имею в виду, приняло это решение, оно поступило, ну, на мой взгляд,
совершенно неверно. Это большая ошибка, политическая ошибка в том числе, и можно даже это квалифицировать как преступление. Я думаю, что это может стоить власти и карьеры Эрдогану. Но дело даже не в этом. Надо смотреть на вот эту ситуацию с позиции нашей абхазской, да, вот что происходит там и как это влияет на нашу ситуацию. И вот здесь можно увидеть очень интересные вещи. Перед нами возник еще один вызов, впервые за нашу историю, вот, новейшую историю Абхазии в условиях независимого государства, когда наш главный стратегический партнер Российская Федерация оказался в сложных отношениях с Турецкой Республикой, которая стоит на втором месте у нас по инвестициям в нашу экономику. Но тут даже речь не только об инвестициях, а речь еще идет о том, что большинство наших сограждан проживают на территории Турции. И у них, помимо того, что они идентифицируют себя абхазами и общаются с нами, так сказать, у них еще есть и, наверное, патриотизм турецкий. И сегодня Эрдоган, конечно, играет на этой теме и всячески раскачивает эту ситуацию. И вот здесь вот для Республики Абхазия, как для независимого государства, возникает вот новая ситуация, да, и надо думать, а как же надо вести себя а как в надо этой себя ситуации? вести? И вот здесь очень простые ответы, опять если не усложнять, да, мы независимые, мы должны вести себя как независимое государство, это раз. А что это означает, да? Любое государство, оно должно быть ответственно за те соглашения, которые оно подписывало. А у нас подписан большой договор с Российской Федерацией, там все прописано. То есть надо четко выполнять все то, что мы подписали, и то, о чем мы договорились. Собственно говоря, так и действует наше руководство. В то же время, конечно, мы абсолютно не отвергаем наших граждан. Мы, значит, в гуманитарном смысле готовы продолжать это все, то, что мы делали, и будем продолжать. И я вам больше скажу, значит, у нас вот в эти дни должен был состояться Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа. И он был отменен как раз по причине вот этой ситуации. Когда он должен был состояться? Вот в эти дни, сегодня буквально должен был быть, и было принято решение, давайте мы его перенесем на весну или лето. Причем никакого давления со стороны, там, допустим, Российской Федерации не было. Это было решение абхазских властей для того, чтобы не напрягать лишний раз ситуацию, не подставлять никого, в том числе и наших сограждан, которые должны были в качестве делегатов из Турции приехать на этот съезд. Буквально вчера читала ваше интервью, которое вы давали на «Эхо Кавказа» еще в 2012 году. Вы говорили о том, что вот как раз война в Сирии началась, что это еще только начало, и что ситуация здесь будет раскручиваться и очень в опасную сторону. Вот что вы скажете сейчас об этой ситуации? Ведь там же тоже много наших сограждан живут. Я уже боюсь прогнозы давать, потому что вот тогда я что-то увидел все-таки, потому что я был глубоко погружен в эту тему, общался с очень многими людьми, значит, и в Сирии, и в Абхазии, и в России. Вот, мы были в посольстве Сирии несколько раз по этим вопросам. Ну, что я могу сказать, да? Мне кажется, что все там это в самой Сирии именно, да? Я думаю, что перелом наступит, наверное, через месяц или два. Уже просматривается, значит, ситуация в пользу действующей власти в Сирии, Башара Асада. Есть предмет для размышления многих историков, политологов в перспективе. Так сказать. Я очень боюсь, что ситуация с Турцией у нас может долго продолжаться. Вот эта вот ситуация может быть надолго, потому что в каком-то смысле эта ситуация выгодна для Эрдогана, которому надо укреплять свои позиции политические, так сказать, и так далее. Хотела спросить вас о Транскавказской железнодорожной магистрали, меморандум о создании которого уже был подписан. Что это, на ваш взгляд, принесет Абхазии? Полезно это или вредно? Как ваша точка зрения? Я всегда об этом говорил, и еще раз хочу сказать, да, экономика Абхазии всегда жизнилась на трех китах, да.
Первый кит это был туризм, когда люди сюда приезжают, так сказать, покупают путевки, тратят деньги здесь и так далее. Это один кит, так сказать. А второй кит это сельское хозяйство, которое кормило, значит, всех этих людей, плюс у нас тоже, так сказать, немало людей здесь проживает. Вот, и сельское хозяйство способно сегодня Абхазии выращивать экологически чистую продукцию и сделать это мировым брендом. А третий кит, на который опиралась экономика Абхазии, это было транзит через Абхазию грузов, которые через Абхазию в советское время более 9, по-моему, миллионов тонн грузов, если не ошибаюсь, проходило по году, и были задействованы автомобильные дороги, железная дорога, порты, аэропорт, все это, значит, Ближний Восток, Сирия, Иран, Ирак, Турция, уже не говоря о закавказских республиках Армения, Азербайджан и Грузия. После войны, значит, естественно, это все прекратилось, и Абхазия стала тупиком. И у нас третий кит не работает. Теперь для того, а это очень серьезные деньги в бюджет Абхазии, да, и надо понимать, что если мы запустим эту дорогу, так сказать, да, то эта дорога, она сама по себе обязательно заставит работать и порты, и железную дорогу, и автомобильную дорогу. Вот все это вместе заработает. А вот единственный вариант, да, сделать дорогу, которая, в принципе, она есть, значит, еще с царских времен, так сказать, это так называемая военно-сухумская дорога, которая ведет на Северный Кавказ, на Черкесск. До Черкесска от Сухума получается, значит, порядка 110 километров, ну, может, 120 километров, не больше. Путь сокращается намного, и получается в течение 3 часов можно попасть будет по этой дороге, значит, на Северный Кавказ. Вот вы можете себе представить, насколько, во-первых, по времени убыстряется, раз, для Республики Северного Кавказа, насколько это выгодно. Во-вторых, насколько дешевле грузы будут перевозить, значит, они туда, значит, но эти же грузы надо доставить до Абхазии еще. А как их доставить? Значит, будет задействована железная дорога, будут задействованы порты, будет задействован аэропорт. Так самое интересное, что если эта дорога будет проложена, то Грузия будет заинтересована в том, чтобы признать независимость Абхазии и попробовать включиться в эту дорогу и свои грузы тоже каким-то образом направлять. Тут очень много вещей, которые завязаны. Это третий очень мощный кит, который может вывести нас на совершенно новый уровень. Абхазия будет совершенно по-новому звучать в окружающем мире. Потом, значит, засверкает туристические маршруты, да, вот как единый туристический кластер. И Северный Кавказ, и Абхазия, и Сочи станет единым туристическим кластером. То есть человек-турист может приехать, побыть в Абхазии, сесть в машину, подняться на Донбай, там, я не знаю, через 2 часа, значит, оказаться там. То есть это все увеличивает привлекательность Абхазии многократно. С чем вы считаете в 2016 году столкнется Абхазия, какие будут вызовы вот, в ближайшее время? Как вы думаете, вот небольшой прогноз такой сделать? Ну, если внешнюю сторону взять, то, конечно же, главный вызов это ИГИЛ, главный вызов это вот события в Сирии, отношения с Турцией, главный вызов, так сказать, да, и это будет серьезно влиять как бы на нашу внутреннюю ситуацию. Внутри Абхазии, значит, у нас начнется подготовка к парламентским выборам февраля, по-моему, если не ошибаюсь, 2017 года. То есть вот этот год он будет, значит, видимо, посвящен тому, что будет перегруппировка всех политических сил, будут, видимо, какие-то новые, я даже допускаю, очень неожиданные альянсы, так сказать. Да? Посмотрим, как это все будет выглядеть. Вот, а в целом, так сказать, я думаю, что нам надо все-таки как-то научиться слушать друг друга, объединить наши усилия и вместе попытаться двигаться вперед. Вот сейчас мировой кризис, который политически идет, да, это новый вызов, но это еще и новые возможности, поэтому надо просто грамотно этим распорядиться. Я думаю, что здесь Абхазия уже должна себя заявлять как независимое государство. Но надо еще и одну вещь понять, да, за Абхазию надо бороться каждый день. Спасибо, Беслан Валерьянович, за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. До свидания.
Уважаемые телезрители, напоминаю, что сегодня гостем нашей студии был советник президента Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Беслан Кубахия. А мы продолжаем наш выпуск. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил президента России Владимира Путина с Днем Конституции Российской Федерации. В поздравлении говорится, принятая 12 декабря 1993 года Конституция Российской Федерации стала фундаментом системы политических, экономических и социальных отношений, закрепив права, свободы и обязанности граждан России. Пользуясь случаем, желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, и всему российскому народу мира и добра, новых успехов во благо Отечества. В воскресенье 13 декабря в Доме учителя в Сухуми состоится прощание с известным государственным и общественным деятелем Абхазии Ражденом Сисовичем Хикуба. В 13 часов в Сухуми в Доме учителя состоится митинг памяти. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго, до свидания.